Вот кровать, на которой я сплю. Владимир Яковлев в приюте находится уже 4-й день. Сюда его привела неравнодушная девушка. Как он в сильный мороз оказался на улице, не помнит. Мужчина сам из Зеленодольского района. Из-за неуплаты отключили электричество и газ, рассказывает он. Последние 1,5 года живет где придется. Сейчас у него травма головы. Нужен был ночлег. Здесь мне дают покой и уют. Туалет рядом. Кормить меня приносят сами. Ну, чай там покушать. Ну, заботься обо мне. Хочу оклематься и работать. Бездомные здесь могут остановиться на несколько дней, переждать морозы, постирать вещи. В предоставленной комнате стоит стиральная машина, здесь же накормят. Сергиевский храм Казани находится на улице Красно-Кокшайская, 101. Нуждающегося в помощи человека можно привезти сюда, либо он может обратиться самостоятельно. Еще один вариант – позвонить по номеру епархиальной социальной помощи. Его вы видите на экране. Звонки принимают круглосуточно. Такой ночлег организовала служба помощи «Милосердия Казань». В сильные морозы в день звонили по 10 человек. Мы готовы предоставить место, где они могут согреться, где они могут переодеться и получить горячее питание. И еще как вариант получить срочную, прям вот первую сейчас помощь, медицинскую в том числе, но если вот обморожение, соответственно, мы всегда вызываем, если что, скорая помощь. Временный приют есть и в Доме трудолюбия. Здесь принимают бездомных, которые хотят изменить свою жизнь. В течение 9 месяцев им предоставляют жилье, помогают восстановить документы, трудоустраивают, с ними работают психологи, соцработники. Бездомным показывают, какой интересной может быть жизнь. На хоккей иногда выходим. Ну, так там в храм ходим. В театре были недавно, между прочим. Да, я, наверное, за свою жизнь первый раз, по-моему, был. Этому проекту уже год. Он реализуется при поддержке отдела по утверждению трезвости и отдела церковной благотворительности. Основная наша деятельность это научить людей, которые попали в жизненно трудную ситуацию. Они не попали, они сами себе создали эту жизненную ситуацию, такую сложную, да, путем того, что злоупотребляли алкоголем, наркотиком, и таким безответственным образом жизни. А наш проект направлен на то, чтобы научить их какой-то взять ответственность за свою жизнь и все свои жизненные сферы постараться восстановить. Но главное здесь желание самого бездомного, говорят организаторы. Ему помогут, если он сам захочет поменяться. Вероника Гайнудинова, Игорь Романов, ТНВ, Казань.